Тем временем о мерах поддержки аграриев в Коми говорили сегодня на большом круглом столе в стенах Республиканского агропромышленного техникума. Представители профильного министерства и сельхозтоваропроизводителя обсуждали ключевые вопросы развития комплекса. Много говорили про господдержку. В этом году она будет переориентирована. Подробности у Александры Головиной. В условиях дефицита бюджета будут сохранены основные направления текущей государственной поддержки сельского хозяйства. Это просто необходимо для сохранения минимальной рентабельности производства. 689 миллионов рублей выделено на эти цели, и это на 15% меньше, чем в прошлом году. Целый ряд мер поддержки принят в прошлом году, и все, чтобы помочь финансово-экономическому блоку сельскохозяйственников. Коронавирусные ограничения отразились на многих показателях. Были увеличены размеры основных направлений такой поддержки. Разово были увеличены ставки субсидий на товарное молоко на 10%. В отношении города Инкав в 2 раза даже. Ставки субсидий на возмещение части затрат на приобретение и изготовление комбикорма для крупного рогатого скота, предоставляемых сельскохозяйственным организациям, увеличены на 20%. Ставки субсидий на возмещение части затрат на содержание сельхозживотных и взрослой птицы, предоставляемых крестьянским хозяйствам, увеличены на 8,5%. 865 миллионов рублей выделено на этот год. Текущие направления господдержки сохраняются. Объемом инвестиций в 177 миллионов рублей завершат начатые проекты в сфере животноводства, а еще деньги направят на техническое, технологическое перевооружение, грантовую поддержку. Средств на полноценное развитие отрасли не хватает, и это факт, говорит профильный министр. В региональный Минфин направили пакет документов: сохранить субсидии на товарное молоко, комбикорм, содержание скота и птицы, увеличить расходы на техперевооружение, выделить субсидию для работ на оленях пастбищах. Предложения звучат самые разные. На сегодняшний день северные надбавки составляют, наверное, 70% заработной платы. Но если мы возьмем с этих надбавок отчисления в бюджетные и небюджетные фонды, то эта сумма составляет треть бюджетной поддержки, республиканской поддержки отрасли. То есть получается так, что мы с одного кармана, с республиканского, платим бюджетную поддержку, а с другой стороны из этой поддержки 30% просто сразу моментально отдаем обратно в бюджетные и небюджетные фонды. В течение этого года региональный Минсельхоз пересмотрит механизмы предоставления господдержки. И это связано вот с чем. Объемы производства, реализация молока, продуктивность коров за последнее время остаются неизменными. А это значит, у хозяйств нет мотивации к производственному росту с действующими сейчас субсидиями, делают вывод в региональном министерстве. В ближайшее время рассмотрят вопрос о пересмотре поддержки количественных показателей на качественные. Теперь смотрят не на количество голов, а на объем реализованного молока. У нас задача – это увеличить продуктивность коров, чтобы больше молока было. Сейчас 2 фермы на 440 мест. Надо более качественные корма заготавливать, своевременно выйти на заготовку кормов. Также задача обновлять тракторный парк. В этом году взяли в лизинг 1 трактор. Надо еще пару. Сельское хозяйство – важнейшая для региона отрасль. От нее напрямую зависит продовольственная безопасность региона. Производством молока сегодня занимается большинство фермерских хозяйств. И здесь огромные затраты и низкая рентабельность. Заниматься саморазвитием и техническим оснащением при этом сложно. Отраслевая программа включает 3 десятка направлений господдержки. Это в том числе должно стать дополнительным стимулом для наших аграриев. Александра Головина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Сыктывкар.